Весна – самая горячая пора для путейцев. В быстром темпе ведутся работы по подготовке к предстоящей навигации. В городе Нюрба базируется Вилюйский район водных путей и судоходства, который обеспечивает безопасное судоходство на реке Вилюй. Чтобы добиться хорошего результата в этом сезоне, путейцам придется немало потрудиться. Впрочем, как и всегда. В зоне ответственности Вилюйского района водных путей и судоходства 746 километров. Это от устья реки Вилюй до села Сунтар. Флот предприятия составляет 17 единиц водного транспорта, из них 14 рабочее ядро. То есть именно эти 14 судов и должны будут обеспечить безопасное судоходство на реке Вилюй. В нашем предприятии в данный момент по средний список состав составляет 63 человека, из них около 40 человек на это плавсостав. У нас в данный момент, на сегодняшний день, 70% на это плавсостава все работают на судах. После паводка и после судоходных сбросов в Вилюйский ГЭС вода резко, когда все закрывается, Вилюйский ГЭС закрывается, весеннее половодье заканчивается, потом начинается резкое падение уровня воды на Вилюе. Вот этот момент все, это у нас в основном грунт у нас песчаный, и в общем русло меняется буквально днями, часами меняется при резком уровне воды. И потом при подъеме воды опять меняется. Вот мы за этим все следим. У нас постоянно на 5 участков на этом промежутке 746 километров, они постоянно курсируют на каждый 140 километров, у каждого 140 километров. Вот они это обеспечивают. Изменение судового хода все сразу нам по радиосвязи сообщает, и мы, в свою очередь, в Якутск для циркуляра для транспортного флота. Они ежедневно получают изменения судового хода от нас. У нас плановое открытие судоходной обстановки в этом году 26 мая 2018 года. Мы уверены, это план, поставленную задачу перед нами мы выполним. Тут опять есть природные факторы. Как у нас, при каких уровнях ледоход пойдет. Это все зависит. Но, тем не менее, если у нас все нормально, ледоход пройдет, то к этому числу мы должны знать 100% открыть судоходную установку на реке Вилюй. Теплые погожие дни позволяют провести самый большой объем работ по содержанию и плановому ремонту путевого хозяйства. Но бывают и трудности. К примеру, время работ ниже ватерлинии совпал с плановыми отключениями электроэнергии в Вилюйской группе районов. Из-за этого были отставания в графике, но коллективу удалось таки наверстать упущенное время, работая в выходные. Самой осенью мы туда берем заявки, какие объемы работ определяем, потом ремонтную ведомость составляем. По этой ремонтной ведомости мы подаем сводную заявку на ТМС, материалы, электроды. Потом в зимнее время привозим все эти материалы, доставляют автомашинами Якутского техучастка. До нас 2 рейса нынче делали. Так. Первой машиной мы успели выморозительные работы сделали по плану. Это запланировано у нас каждый год так идет. Потом вытащили 3 гребных вала, отправили в Якутск. 3 гребных вала вместе с винтами, муфтами. И проводили наплавочные, сварочные работы, токарные работы прямо на Якутском РММ. Прошлый год мы заказывали 3 насадки, нынче как раз успели. И в этой неделе должны все это подводные работы все закончить полностью. И потом переходим тут потеплеет, мы будем переходить по механическим частям. Двигателя ремонтировать будем. А так у нас все по плану идет. Для обозначения надводных или подводных опасностей, обеспечения плавания по фарватерам и определения места судна в прибрежных районах выставляют средства навигационного оборудования, своего рода дорожные знаки, но речные. За период навигации во время ледохода знаки, что называется, выходят из строя. Бывает, смывает берег, с ледоходом уходит, а то и горе-охотники почему-то очень любят пострелять по знакам.
Поэтому каждой навигации знаки ремонтируются или же ставятся новые. Готовятся знаки деревянные, вот, в том числе береговые уже все, а плавучие до конца мая мы должны закончить. В основном после ледохода очень много знаков смывается ледоходом, и берега обваливаются очень сильно, ниже Верхневилюйска начиная. И вследствие этого очень много знаков мы теряем. Ну, бывает так, что некоторые, как сказать, любители-охотники очень любят почему-то наши шиты, иной раз сбивают и для своих этих личных целей. То делает стальлы, то что-то, ну, везде этого добра нам хватает. Очень много влияет, ну, все, ветровое явление, все. У нас еще есть, как говорится, Вилюйская ГЭС, водохранилище. Это тоже немаловажную роль играет. Все регулируется гидростанцией. Смотря какой объем завозимого груза, и вот числа 15-го обычно, в середине апреля, решают, сколько воды и в какое время будут спускать Вилюйского ГЭС. И вот, ну, как сказать, То есть вы это также уже... в своей работе сотрудничаете с каскадами Вилюйских ГЭС? То есть заказываете уровень воды так, и так далее, да? Конечно, конечно, и перевозчик, и заказ, ну, все тут взаимосвязаны. Перевозчик, мы как путейцы, и Вилюйская ГЭС как регулятор водного потока на реке Вилюй. Один из немаловажных моментов по подготовке судна к навигации – это проверка наличия аварийно-спасательных средств пожаротушения, оказания медицинской помощи и так далее. Для этого инструктор по технике безопасности тщательно осматривает каждое судно, проводит обязательные инструктажи по соблюдению правил техники безопасности. К подготовке воздачи флота в навигации 2018 года в нашем филиале приняты действенные меры по снижению травматизма и устранены недостатки в вопросах охраны труда по технике безопасности по итогам 2017 года. Все производственные объекты филиала оснащены автоматическими пожарной сигнализацией и пожарными щитами, укомплектованы полностью. Огнетушителем филиал обеспечен полностью. Раз в год отправляем в город Якутск для проверки и перезарядки. Плакатами, журналами и наглядными материалами по пожарной безопасности, по охране труда и по гражданской обороне мы обеспечены полностью. А также мы проверяем и ходим каждую неделю 2-3 раза комиссионно и проверяем, как идет ремонт судов. Спасательные средства мы тоже проверяем сами визуально, и путем отправки в Якутск тоже мы уже проверяем путем отправки в город Якутск. И мы на днях тоже получили, и уже снаряды и оборудование уже готовы к работе. Помимо ремонта судов, подготовки знаков к предстоящей навигации готовится и документация, проводится инвентаризация и прием заявок на инвентарь и так далее. Впрочем, как говорится, работы хватит всем. На данный момент мы занимаемся заготовкой обстановочного инвентаря, подготовкой документации к началу навигации для ввода судов. Береговой инвентарь мы уже на 95% заготовили. Вот, скоро начнем по судам раздавать его, пока совсем не растаяло, чтобы можно было вывести на суда, пока вода не пришла. И обеспечим каждый теплоход судовой документацией, и суда будут готовы для выхода после первого ледохода. После окончания ледохода суда готовы будут выйти уже на участке для выставления береговой и плавучей обстановки. Вилюйский район водных путей и судоходства работает в Нюрбинском районе достаточно давно. За все время существования предприятия немало судов отжило свой век. С
списанные суда были складированы прямо на берегу. Так вот, с прошлого года речные дорожники начали подготовку списанных судов для вывоза их на дальнейшую утилизацию. Прошлый год во время навигации там у нас с сварщиками нашими предприятия были на куски изрезаны старые списанные суда, которые находились на затоне у нас на берегу. Мы их изрезали на куски, складировали на берегу, потом вот нынче весной уже загрузили на баржу, площадку. Это самая у нас большая баржа такая, Т-16. Капитан-механик судна «Мастер пути» Николай Платов со своим экипажем занят ремонтом судна. Уже заканчивает подводные работы ниже ватерлинии. Речные дорожники на теплоходе «Мастер пути» одними из первых должны будут открыть предстоящую навигацию 2018. Теплоход называется «Турман», 81 года постройки. Работаем на участке, путейские, обстановочные, так сказать, дорожники речные. Ставим знаки для прохождения больших судов и для доставки сюда всякого груза. Насколько большой участок вы обслуживаете? Обслуживаю участок 128 километров. Получается, это от поселка Кызылсыр до 400-го. На участке город Вилюйск еще есть. Там небольшого такого протяженности у нас участок. Экипаж какой? Экипаж 5 человек, 2 моториста, повар и путевой рабочий матрос. Когда планируете начать навигацию, когда пойдете? Планируем где-то после 20 мая. Как лед уйдет, в основном сразу после льда уходим, чтобы успеть восстановить обстановку для больших судов. Сегодня идет ремонтные работы ведутся, да? Что с судном, что готовите, что меняете? Ремонтные работы установили насадку на судно. Сейчас заканчиваются, так сказать, работы. Осталось установить лыжну для поддержания руля. И так, да, все в основном заканчивается. Подводная работа, так сказать. Остается только палубная. И все. Ледоход не за горами, так что путейцам предстоит немало работ по подготовке судов. Скоро палубные работы, и остается лишь ждать благополучного ледохода и в путь.